Добрий вечір. Ефір телеканалу АТR продовжує наша програма. Я її ведуча Альвіна Сидбулаєва. Вітаю вас. Людина, яка на початку російської агресії виїхала на схід, залишивши вдома рідних, поїхала на схід захищати цілісність України, захищати нашу землю від російської агресії. І пробув, потім він в полоні майже 3 роки. І гість нашої програми – старший сержант Олександр Морозов. Вітаю вас. Здравствуйте. Добрий вечір. Олександр, розкажіть, будь ласка, вже майже місяць ви знаходитеся на волі. Як почуваєтеся, з ким поспілкувалися вже, як змінилося ваше життя? Ну, месяц, в принципе, срок небольшой, как если брать в серьезных масштабах. Но довольно-таки, конечно, морально уже потихоньку начинаю отходить. То есть уже даже проще, я бы сказал, общаться с людьми, проще как бы принимать их, воспринимать. Поэтому все-таки время прошло и отпустило так. Не такое напряжение. Вот вроде бы как бы спало, с нами работают психологи, тоже как бы стараются нас реабилитировать, восстановить. В принципе, за этот месяц довольно-таки много. Если взять так, как мы сидели там в тюрьме и практически ничего не происходило, то здесь очень-очень много событий. Встречи как таковые, ну, таких серьезных, это мы ездили к Ирине Геращенко, встречались там с иностранными послами. И вот буквально недавно, в четверг, мы встречались с американским представителем, с Волкером. Вот общались по поводу данной ситуации, по поводу нашей обстановки в стране, на Востоке, по дальнейшим перспективам, что нас ждет и как с этим бороться. Як вони вас сприйняли? Чим ви вразили їх, чим вони можуть допомогти вам? Були такі розмови, які плани? Можете розказати? Ну, они тоже, конечно, были удивлены. Из тех, кто вернулся из плена, кто с ними общался, там у каждого довольно-таки интересная история. Ну, при боевых действиях ребята попадали в бою, попадали в плен, то есть это, ну, довольно-таки вражає, як ви сказали. Ну, мы немного поделились, только поверхностно с ними поделились своими впечатлениями, своим пережитым, то, что мы вытерпели, то, что мы испытали. Ну, не знаю, как они это восприняли, да, они были под впечатлением. То есть они нам посочувствовали, как бы, ну вот так. Поки так, так? Да. А як сталося, що ви поїхали на схід захищати Україну? А це до вас вийшла повістка? Як це відбувалося і коли це сталося? Значит, в августе 2014 года, да, пришла мне повестка, просто вставили ее в дверь. Мне позвонил отец, я живу отдельно с своей женой, живу на съемной квартире. Мне позвонил отец, сказал, вот, пришла повестка, что будешь делать? Я сказал, сейчас приеду, заберу. Ну, на следующий день пошел в военкомат, где был мобилизирован. И 30 августа уже был зачислен в 57-ю бригаду. А не було таких думків, щоб не їхати на схід? Нет. Що тоді вас підштовхнуло? Ну, я понимал, что нужно выполнить свой долг, как бы нужно защищать свою страну. Я вообще за единство Украины. Я очень хочу, чтобы она восстановилась, та, которая она была изначально, в которой я родился, в которой я прожил большую часть своей жизни. І ось 30 серпня ви в 57-й механізованій бригаді. Що далі? Куди ви поїхали? Куди у вас розташування, де були? Дальше мы еще проходили подготовку тут на месте в Кировограде.
проходили доподготовку, боевое злагодження. То есть, ну, мы ж были все собраны как бы с разных регионов, друг друга не знали, нам нужно было познакомиться, дабы мы при боевых действиях, то есть это уже идет как бы психологическое такое, ну, дабы мы не кинули друг друга в трудный момент. То есть есть разница, когда ты человека первый раз видишь или второй, и есть разница, когда ты с ним прожил в казарме там месяц-два, то есть ты уже с ним сближаешься, и ваши отношения более становятся другими. І потім ви потрапили до аеропорту. Нет, потом мы уехали в Донецкую область, где мы там еще 2 месяца базировались. Были небольшие выезды, то есть как бы командировки на блокпосты. Там ребята, я вообще связист, то есть ну, мы ездили по своим заданиям, по своей направлению, по своему. И потом 20 января 2015 года мне сказали, что нам нужно ехать в аэропорт. Вот есть задание, нужно оттуда вытащить ребят с аэропорта, забрать раненых. Мы поехали. А як там відбувалося все? Ну, как все. Скільки вас людей на той час поїхало в аеропорт разом з вами? Вообще с моей бригады поехало нас 6 человек. Мы заезжали, потом в итоге нам еще добавили машину еще одну. У нас было 2 машины, нам еще одну машину добавили. Мы выехали 3 машинами на аэропорт. В итоге одна машина осталась на взлетке, и она сгорела, ее расстреляли. Потом одну там подбили с РПГ, она упала на стоянку. Там пару ребят спаслось, они, по-моему, вытащили еще 2, но сами попали в плен. Наша машина съехала с дороги, меня выставили прикрывать группу, пока принималось решение о дальнейших действиях. В итоге нас укрыли минометами. Честно сказать, было очень страшно. Было очень страшно, да. Я там лежал просто вот на открытом небе и молился. В итоге Бог миловал. Ну и группа ушла. Потом, когда я уже спустился, я получил контузию, и уже под утро, когда спустился, то уже никого не было. Я сутки провел там, на месте. В аеропорту? Да. И на следующее утро начал выходить. Пока затишье было, пока обстрела не было, был туман очень сильный. Только в итоге вышел я на Донецк. Потом в Донецке я еще 2 недели вскрывался. Ну, потом попытался выйти через город, хотел уехать просто на маршрутке, но не получилось. І там вас взяли в полон? Да, меня поймали, обыскали и нашли у меня военный билет. Я уже был в гражданской одежде, но военный билет как-то оставить все не хотелось. Ну, в итоге я сбежал от них. Угу. Да. А як це вам вдалося? Ну, они еще, наверное, не до конца поняли, кто я и как я там оказался. Поэтому меня поставили на колени, вызвали машину, и когда машина приехала, пока они отвлеклись, я убежал. Ну, постреляли немного, ну, опять же таки Бог миловал. В итоге потом я дошел до СК «Олимпийский» и пытался залезть туда, переночевать, разбил там стекло, в итоге прибежали на звук разбитого стекла, и там меня взяли. Избили, допрашивали, в итоге я сказал, кто я есть. Избили очень сильно, вплоть до того, что у меня заплыли глаза, я не видел полностью на глаза. Ногами, руками, прикладом.
Потом меня увезли, там опять допросили, оставили в камере на утро. Благодаря рассечению открылся один глаз. Потом опять с утра начался допрос, мне выбили челюсть еще. Ну, потом передали дальше. В итоге я 2 недели прожил просто в гараже на улице. Там было очень холодно, кормили 1 раз в день. Так прошли 2 недели, да. Потом они вернулись и опять начали допрашивать. Ну, уже, правда, не избивали, только угрожали. Коли ви були в Донецьку, да, 2 тижні, вам вдавалося поспілкуватися з місцевими? Чи наскільки чи була з їх боку якась допомога? Да, я общался с местными. Які у них настрої? Які вони після того, як Росія війшла в їх будинку? Давайте не будем об этом. Окей. Ви потрапили до полону. Всі ті, хто вас утримував, вони донецькі чи ці російські кадрові військові? Значит, с тех, что я видел, там были донецкие, в основном донецкие, а в основном весь офицерский состав идет российский. То есть у них стоит куратор российский, главный, и под ним стоит местный там какой-то там офицер так званый. Ну, я вам скажу, там офицерскую должность или офицерское звание, это вот так, просто и раздается как конфеты детям. То есть я не знаю, за что люди получают там погоны, но если надо, можно получить. Ну, я так понимаю, за деньги, наверное, решается как-то или знакомство, или кумовья, я не знаю, как они там. Ну, сегодня мы видим, человек был солдатом, он завтра становится лейтенантом. Это так, ну, чисто такой пример. А высшее офицерское звание, я думаю, тоже у них получить там без проблем. Ну, там, я же говорю, мы общались с многими. Они говорят, да, мы русские, да, они русские офицеры. Они увольняются у себя там в России и приезжают сюда служить, как бы им там пенсия начисляется, зарплата идет. И плюс они тут еще получают тоже какие-то деньги. Плюс там идет мародерство, воровство, там отжим машин, то есть это вообще элементарно. Красивая, хорошая машина. Я не знаю, там люди, потом я общался с людьми там многими, ну не многими, но тех, кто был как бы доступ к нам, там те, которые были в кругу возле нас, то они очень-очень разочаровались в том, что пришла эта Россия и как бы захватила их территорию, и они в итоге хотели освободиться от Украины. Думали, Россия прям их примет, обнимет и расцелует, а в итоге она повернулась к ним не тем местом. И сейчас они очень много, я слышал даже от военных, возмущений и недовольств о том, что русские сейчас ими командуют и как бы не дают им дышать. Зажали их в очень строгие рамки. Ну, я скажу, я видел и русских добровольцев, как они говорят, вот там только добровольцы. Да, я их видел. Они ж, там идет в России очень сильная пропаганда, вот, что там, я не знаю, кто там их прям давит, так душит, не знаю. В итоге они едут туда, реально считая, что они едут защищать, помогать братьям там по разуму, по несчастью, не знаю.
ну, как будто они едут помочь своим братьям, я же говорю. А потом в итоге они приезжают, послужив там месяц-два, и они понимают, в какую ситуацию и куда они попали, что там идет отмывание денег и беззаконие, и нету там никакой идеологии, и нет там никакого братства. В итоге они быстренько дослуживают свой контракт и быстро оттуда уезжают. Тобто попрацювали та поїхали додому. Так. Ну, там они бы рады, возможно, и сразу оттуда уехать, просто что контракт подписывается. И насколько я слышал, что есть такие, которых и отлавливали, и сажали. То есть там у них сейчас в тюрьмах сидят, во-первых, что ихних ополченцев там где-то около 2000, может и больше. Но это только то, что я слышал. И среди них есть русские, те, кто пришли за них воевать. Ви сказали, що на початку 2015 року ви попали у полон. Де вас утримували тоді? Як це розпочалося? Спочатку це була такий підвал був чи зразу колонія? Сначала это был гараж, потом был подвал, потом меня перевезли уже на СБУ, вот бывшее здание СБУ, где основную массу удерживали военнопленных. Там мы пробыли год, получается, потом нас еще на один подвал перевезли, потому что ихняя МГБ начала занимать эту территорию, эти здания, и начали выгонять это подразделение, которое удерживало нас. Они начали переезжать, и нас, соответственно, за собой тоже тащили. То есть потом еще один подвал, потом нас они специально как бы оборудовали комнату, ну, просто решетки понаваривали, да, и двери железные поставили. И вот там нас удерживали до лета 16-го. И в начале лета, в июне 22 числа, нас передали на 97-ю Макеевскую колонию. Коли ви були в цих підвалах, які там умови, кого вас підселяли, так? А з ким ви були в одному такому приміщенні? Значит, условия были разные, понимаете, и чтобы отталкиваться от чего-то, все познавалось в сравнении. То есть я же говорю, когда я прожил 2 недели в гараже в холодном, и меня перевели на подвал, мне уже была за радость хотя бы, что у меня пар со рта не идет, что я могу хоть немного согреться. Потом, когда меня перевезли на СБУ, там уже кормить стали лучше, хотя бы 2 раза в день, там это уже тоже очень радовало, так бы позитивно, как бы уже, старался себя настроить позитивно, чтобы не падать духом, как бы, знаете, вот во всем стараюсь искать что-то хорошее, что-то позитивное. Потом, когда нас передали на колонию, там, конечно, психологически было по-своему тяжело. Но было в то же время как бы и облегчение, потому что военные, они постоянно на нас давили. Вот моральное давление шло постоянно. Как бы там ни было, постоянно психологическое напряжение присутствовало. В тюрьме там, мы практически были постоянно в камере. То есть у нас было 2 часа прогулки и 2 часа телевизор нас выводили там посмотреть. Потом в итоге, когда нам предъявили обвинение, когда нас уже обвинили в терроризме, хотели там судить, я не знаю, как они там говорили, что это для вас, там для обмена, что-то там, не знаю. В итоге нам отменили, нас оставили просто час прогулки и все. 23 часа в сутки мы проводили в камере в 4 стенах, втроем. Это было очень морально тяжело. Я же говорю, там хотя бы вот на голову, знаете, не капало вот так постоянно там, да вы, вот зачем вы сюда пришли, вот. Тоже, опять же таки, люди бывают разные, и каждый по-разному на это все смотрит. Некоторые, я не хочу говорить, что прям все были там плохие. Некоторые были нормальные люди, которые нормально нас воспринимали, нормально воспринимали наше мнение, наши действия. Они понимали, что мы противники.
Но здесь мы противники, когда мы на поле боя, когда у нас и оружие в руках, да, мы друг против друга на равных. А когда мы в плену, и мы не можем ни ответить, ничего не сделать, никаким образом даже себя защитить элементарно, и они нас не трогали. Ну, таковых было очень мало. Ви сказали, що разом з вами в тюрмі було 3 людей. Это в одной камере В одной мы сидели, камере. да, втроем. А ті люди, хто був разом з вами, хто ці люди? Вони теж українці. Я маю на увазі ті, яких теж взяли в полон, чи прості люди, чи може навмисно їх до вас в одну камеру влаштували? Нас держали всегда отдельно. Мы были вот военнопленные, нас держали именно отдельно всегда. И в камере мы сидели, я и еще 2 товарища, тоже военнопленные. Один еще, кстати, остался там, Саша Кореньков. Мы сейчас, еще и есть Богдан Пантюшенко и Сергей Глондарь. Это 3 военных, которые там сейчас еще остаются. По последней информации, вот недавно же обменяли еще одного человека, Савкова Романа. Он говорит, что перевели их уже на СИЗО, на Донецкое. Там условия, конечно, чуть похуже. Ну, кормить там лучше стали, но, говорит, клопы там заедают. Короче, в ужасном состоянии. Мы сейчас стараемся везде, вот я говорил, что мы были на встречах. На этих встречах мы постоянно говорим, что там остались ребята, что их нужно достать, что они там, они же наши военные, и что нужно их забирать. Ну, вот постоянно пытаемся, дабы их, чтобы не забыли. Вот в этой эйфории, то, что обмен большой прошел, и осталось-то немного, но все равно осталось. И эти ребята, Богдан Пантюшенко попал 18 января, то есть вот у него уже было 3 года, 15 года. 3 года вот уже просидел. А эти 2 ребят, Саша и Сергей, они попали 16 февраля. То есть вот еще чуть-чуть, и у них тоже 3 года будет. То есть ребята там ждут и надеются. Я, конечно, там вот единственное, что плохое, что идет информационная блокада. Они нам пытались всячески, чтобы отрезать нас от любой информации. И вот вернулся Роман, он тоже говорит, что нету даже радио элементарного. То мы хотя бы слушали хотя бы ихние новости, хоть какие-то новости знали. А вот сейчас ребята полностью отключены от мира. Изолировали. Да, полностью. изолировали, и из-за этого это еще тяжелее получается, потому что они не знают, что мы их не забыли, а хотелось бы, чтобы они помнили. Это очень-очень большая поддержка, когда ты там слышишь, что хотя бы тебя не забыли, тебя помнят. То есть даже письма родителей, письма родных, близких, это было очень-очень важно. И я благодарен всем тем людям, которые старались, помогали нам, волонтеры, и Красный Крест тоже. Там были, конечно, претензии, но все равно они выполняли все-таки свою работу. Потом уже нам договорились, они более-менее настроились с этими посылками, пересылками, потому что в тюрьме было очень тяжело. Там еда была ужасная, содержание, в принципе, холодно было, то, что холодно, да, и летом жарко это. Это, я же говорю, мы солнце видели, небо только через решетку. Нас не выпускали практически. Ви сказали, що там було телебачення. Там, мабуть, все російське, звичайно, так? Що показували там по телебаченню? Що вам дозволялося бачити? У нас было и 2 украинских канала, 5 и ICTV. Ловили эти 2 канала там, мы смотрели их, нам не запрещали. Мы когда их поймали, мы в основном их и смотрели. Русские, там в основном все показывали да наоборот. То есть как будто зеркальное идет отражение, вот и все. Только, я же говорю, у них мы плохие. Так получается.
Поэтому, ну, пропаганда идет очень большая пропаганда. Я же говорю, там приезжают эти добровольцы, и в итоге они понимают, куда они попали, разворачиваются и уезжают. А за 3 роки вас тільки утримували в підвалі, в тюрмі? Чи дозволялися, чи вони змушували вас працювати, виїжджати кудись? Були такі випадки? Да, были. Пока мы были у военных, мы были у них как рабсила. Мы исполняли там все грязные, тяжелые работы. Уже когда нас передали на тюрьму, там уже такого не было. Там, я же говорю, мы практически постоянно вот находились в камере, и я же говорю, только на прогулку нас выводили, и телевизор там 2 часа. Ті, хто вас утримував в цій колонії, це були мешканці Донецька? Місцеві були? Колонии, так. Да, это были те же... Колишні співробітники українські, так? Да, они просто приняли присягу ДНР, подписали там какие-то аж контракты, наверное, и там оставались. Сейчас, я же говорю, там сейчас очень многое чего поменялось, само мнение людей. Они просто сейчас выживают, понимаете? Их тоже можно понять. Людям надо жить, как-то кормить свою семью, где-то зарабатывать те деньги. Я лично их понимаю, то есть вхожу в их ситуацию. Ситуация, конечно, печальная, возможно, есть другие варианты, там, то есть выехать оттуда, там. Ну, это что же, не каждый на это осмелится. Как бы проще пойти или в ту же самую там комендатуру какую-то, там подписать контракт, где тебе будут платить те 15 тысяч и плюс какой-то паёк, там какую-то форму, плюс ты там в каком-то, может быть, учреждении, там, в том же самом детском садике или в какой-то больнице получишь какие-то льготы. Или выехать на Украину, где, как бы неизвестность, знаете, они тоже, я же говорю, идет пропаганда, то, что они сюда приезжают, и они брошенные, и никому не нужные, в кого-то просто нету, кто-то просто боится, то есть это тоже как бы, знаете, и они вот подписали эти контракты, они приняли эту присягу, и сейчас на данный момент, может быть, и рады были вернуть бы то, что было, но уже время-то ушло, и все. То есть они боятся возвращаться, боятся того, что будет, боятся будущего. Как Украина отнесется, что будет с ними, А ці співробітники, ви спілкувалися з ними? Чи говорили про Україну? Чи наскільки вони такі вільно можуть розмовляти, якісь там свої думки говорити щодо України? Були такі випадки? Вы знаете, співробітники как колонии, я там практически с ними не общался. Я же говорю, мы их видели, они нас открывали, выпустили, и в другой там комнате такой прогулочный дворик закрыли. И на телевизор точно так же. То есть я их видел буквально 2 раза в день, там особо я с ними не общался. А вот непосредственно с военными, вот тех, кто нас удерживали изначально там в комендатуре этой, с этими довольно-таки много пришлось пообщаться, то есть, вы знаете, некоторые, да, так были настроены против Украины, против нашей власти, а некоторые приходили изливать свою душу, просто даже вот буквально чуть ли не поплакать, вот поговорить про Украину, про то, как было, что как бы вот хорошо было, вернуть бы, как было раньше. То есть, это происходило так, знаете, очень аккуратно, очень тихо. И, я бы не сказал, что редко, не часто. Но были такие, вы понимаете, если они общаются со своими, с сепарами, да, то есть, как бы сказать то, что ты лоялен к украинскому
к украинской власти, то как бы как-то, ну, Виглядає як сепаратизм. да, в России. ну, про протест какой-то. А вот прийти к украинским военным и там вот сказать, блин, да вот Украина, что все-таки нормально там и неплохо там. Были такие даже, ну, один офицер мне говорит, ну я люблю Украину, я люблю ее флаг, я люблю ее герб, но я власть ее не люблю. Ну, так. Полон – це такий важкий вантаж, який, може, не всі можуть витримати. Що вам давало на той час допомогу, щоб не зламатися там? Вы знаете, я там, меня один человек научил читать Библию. Вот именно вот это очень меня поддерживала вера в Бога, вера в то, что написано в Библии. Вот это очень-очень меня поддерживало, особенно тогда, когда мы попали в колонию. Она очень мне помогла, и Бог мне помог перенести это все. То есть я знал, я верил и надеялся, что мы вернемся и будет все по-другому. Видите, все меняется, все идет, блин, вообще классно. А як родичі дізналися про те, що вас затримали? Як ви з ними спілкувалися? Наскільки вам дозволялося з ними спілкуватися? Ой, это с родными было очень тяжело, конечно. Нам там давали позвонить. Нам, пока мы были в военных, они хотя бы нам давали позвонить. Я позвонил отцу и сказал, что я в плену. И услышал ужасный просто крик за телефоном. То есть мама начала рыдать. Там это было очень, разрывалось, конечно, сердце. Ну, в итоге со временем она успокоилась. Потом где-то через месяц она смогла уже со мной разговаривать. У нее очень сейчас подорвалось здоровье из-за вот этих нервов. Вот буквально в понедельник и она ложится в больницу, и ей должны сделать 2 операции. Ей уже до этого сделали одну, и вот еще будет еще 2. Ну, тут большой плюс, конечно, большое спасибо моим депутатам с моего региона, потому что отозвались, узнали, что ну, вот есть такая проблема, есть такая нужда. И прозвонили, сами нашли номер, все, позвонили моей маме и предложили помощь оплатить все расходы, которые будут нужны на операцию. То есть тут, вы знаете, все-таки мир не без добрых людей, и большое спасибо, что они есть. Я же говорю, много волонтеров мне помогали, моим родителям поддерживали. Вот это было самое главное на то время, что когда я был еще там, что здесь поддерживали моих родных и близких. Ну, мэр тот самый города, я же говорю, ну, они... Була така підтримка з місцевої влади і Да. і людей, які живуть поряд. Так что это очень радует, очень большое им спасибо за это. Коли ви дізналися, що ви у списку тих, кого будуть визволяти? Як це було? По-моему, 25 числа где-то пришли, нам объявили, кто есть по спискам, чтобы мы готовились, там сказали, чтобы мы написали заявление, что мы типа не имеем претензий, что вас тут кормили, там хорошо, прям так хорошо содержали. Ну, нам уже было все равно, лишь бы было выехать. Но не верилось до последнего, пока нас же вывозили в автозаках. И вот пока их не открыли, пока я не увидел камеры и то, что ну, реально толпа народу, нас начали снимать, вот тогда я только поверил, что реально будет обмен. Ну, за столь долгое время уже как-то особо и не верилось, не знаю. Це вже 3 роки, так? Ви були там. Були такі випадки, що ви у списку, а потім вас там немає? Чи таких? Ну, было там еще в самом начале, ну, как бы я конкретно не знал, что я буду в списке. Ну, прошел как бы такой слух, там, не знаю, а потом что-то переигралось.
То есть, ну, вы знаете, вначале как бы это не очень-то тяжело было. Ну, тогда, на тот период времени, рассказывали, что обмены проходят чуть ли не на каждой неделе. То есть, если ты сегодня не попал, то, может, завтра и попадешь. То есть, на то время как бы, ну, боялись, конечно, за то, как оно дальше, сколько ты еще там протянешь, сколько там получится у тебя. Ну, все равно, ну, ждали, надеялись. Я же говорю, на то время там проводились обмены более чаще, чем вот как мы 1,5 года почти, ну, год, Більше року там нікого не звільняли. Да. ну, звільняли, такого уже мало. Там буквально то двух, то одного кого-то вытащат, то двоих. То есть, мало очень звільняли. Вам не пропонувало тоді бути більш лояльними до російських військових, щоб прийти до них? Не було таких пропозицій до вас? Не зверталися? Было два раза мне предлагали, то есть говорили, что давай, типа, теперь же ж пойдешь, повоюешь за нас. Там вплоть до того, что там был какой-то то ли батальон, то ли подразделение, я не знаю точно, из тех украинцев, которые из других регионов Украины. То есть не именно с Донецка, а именно с других регионов. За счет того, что им уже точно обратной дороги нету, то есть они были на особом там счету, и им шло там особое доверие. Да, предлагали, но мы знали, что мы за Украину, мы не переобуваемся, мы верим в свой народ и в свое единство, верим в нашу победу, то, что все-таки, как бы там ни было, мы хотим, чтобы Украина была едина нашей страной, за которую мы шли изначально воевать. То есть сейчас вот смотрим, как не зря ли шли. Ви бачили і полон, і тюрму цю російську. Наскільки там багато залишаються наших українців, які воювали на Сході? Наскільки є мешканців Донецька, які стали заручниками Кремля? Ну, вот именно за военных, тех, кто остались там в плену, мы когда уезжали, там оставалось 6 человек, там, где нас именно содержали. Но их намного больше. Их намного больше, потому что, ну, это 6, там было 4 военных, 2 гражданских там. Я же говорю, одного вот освободили, а 5 еще там остаются. Есть еще другие тюрьмы, другие как бы подвалы, где есть еще и военные, и гражданские, те, которые проукраинские, которые тоже мыслят и хотят вернуться в Украину. Я же говорил, что мои родители много общались с волонтерами, и в итоге есть, которые знают, что они там есть, но боятся их называть, потому что дабы им не навредить. То есть все ждут же. Мы опять-таки поднимали эти вопросы в общении с иностранными послами. И с Волкером, когда разговаривали, тоже поднимали этот вопрос, дабы туда же не допускают Красный Крест. Дабы допустили туда Красный Крест, чтобы они могли там хотя бы какие-то поиски совершать тех самых пропавших без вести. Потому что очень-очень много людей, и если хотя бы некоторые знают, где их там сидят, и знают, что они вот есть, они живы, да, то очень много людей, которых не знают, где они, как, ну, то есть, знаете, уже вроде и надежду потеряли, но все равно мы вот только вышли, только еще были здесь, ну, и сейчас в госпитале, на нас уже начали люди выходить, родители, родные, близкие, вот пропавших без вести, фотографии там приносить, не видели. И это я представляю просто, как им тяжело, какая-то боль, какая-то тяжесть, особенно матерям. Я вообще им очень-очень сочувствую, как я же говорю, это очень страшно, когда не знаешь, где твой ребенок и что с ним, и как даже.
даже пусть он взрослый ребенок. Ви бачили там і донецьких військових, так, бойовиків, і російських кадрових військових. Чи вони відрізняються один від одного? У кого більш пріоритети, які, на ваш погляд? Що ви там побачили, відчули? Ну, вы же понимаете, я же говорю, там местные, ну, поначалу их возмутили, как бы, вот, вы знаете, на идею, как бы на идеалистической основе их подбили на этот бунт, на этот переворот. Но сейчас в дальнейшем им открылись глаза и они поняли, что это все бессмысленно, это просто слова, и нету никакого основания под этими словами. То есть сейчас там эти военные, ну и я же говорю, разные люди встречаются, да, там есть, конечно, которые настроены все-таки, ну, знаете, людям тоже тяжело признать, что они ошиблись, что они приняли решение, а оно оказалось ошибочным. Им тяжело это как бы сказать, и они продолжают отстаивать вот свою позицию, как бы она там ни была, ну, я не знаю, я смотрю на них и удивляюсь, ну неужели не ясно, вот правая, а вот левая, да, а они этого не понимают, у них наоборот. Ну, и как ты им будешь доказывать что-то или говорить? То есть, ну так. А скажіть, ви зараз же чим будете займатися на волі? Які плани у вас? Чи знову будете повертатися до Сходу? Що плануєте робити? Планы есть, наработки делаем. Сейчас мы хотим вот в ближайшем будущем с Андреем Бессарабом, тоже вернулся со мной из плена, и еще один мой одногруппник Вова Марченко. Мы вместе сейчас разрабатываем проект, дабы начать приватне підприємство, відкрити свою справу. Будем выращивать помидоры с огурцами. В теплицу, да, тепличный комплекс хотим запустить. Буквально сегодня мы ездили здесь в Бровары, смотрели там вот как у них там все обстроено, обставлено, общались там с людьми, ну, спрашивали, интересовались, то есть ну, перспективы есть, сейчас будем изучать рынок, спрос, и будем искать потом инвесторов и запустим свой такой проект. Дуже дякую. Успіху вам у роботі. Дякую, що прийшли на нашу програму і більш докладніше розказали про всі ті, те, що ми не знаємо, і розказали своє внутрішнє таке життя і поділилися з нами. Дуже дякую, що прийшли сьогодні на ефір. Телеканал АТR продовжує програму і зустрінемося тут через 5 хвилин. Залишайтеся з нами.